Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии и приглашаю вас в наше путешествие по организму человека. Тема нашего урока – кровообращение, органы кровообращения. Сегодня на уроке мы раскроем значение кровообращения для организма человека. Узнаем, чем представлена система кровообращения. Рассмотрим строение сердца и кровеносных сосудов, а также выясним, откуда берут начало и где заканчиваются круги кровообращения. Наш организм – это система, состоящая из слаженно работающих компонентов, органов и относительно автономных систем органов. В нашем организме кровь непрерывно движется по замкнутой системе сосудов в строго определенном направлении. Это непрерывное движение крови и называется кровообращением. Чтобы организм полноценно функционировал, необходимо обеспечить его сетью каналов, которые будут снабжать ткани питательными веществами, энергией и утилизировать вещества, определяемые как продукты распада. Функцию доставки питательных веществ, энергии и функцию утилизации продуктов распада выполняет система кровообращения. Система кровообращения состоит из центрального органа – сердца и расположенной по всему организму системы кровеносных сосудов. Сердце называют центральным органом, потому что именно благодаря его ритмическим сокращениям кровь движется по сосудистому руслу. Циркуляция крови в организме человека носит замкнутый характер. Существует 3 разновидности кровеносных сосудов – артерии, вены и капилляры. Артерии несут кровь от сердца к различным органам тела. Они выдерживают значительные нагрузки, большое давление, потому эластичные, прочные и упругие. Внутренние ткани артерий воспринимают скорость кровяного потока и, соответственно, расширяются или сужаются. Местные сосудистые реакции возникают в зависимости от того, насколько серьезно напряжение создается в тот или иной момент времени. Артерии в удалении от сердца разветвляются, образуя артериолы. Сосуды, по которым кровь возвращается к сердцу, называются венами. В сравнении с артериями в венах меньше эластичных и мышечных волокон. В некоторых из них даже имеются клапаны. Клапаны необходимы, чтобы препятствовать обратному движению крови. Самые тонкие сосуды – капилляры. Они располагаются в межклеточном пространстве, в непосредственной близости к артериолам. Сливаясь, капилляры образуют венулы, миниатюрные вены. Зная строение системы сосудов, можно отследить путь кислорода от сердца по артериям, артериолам, далее по капиллярной сети. Насыщая ткани, кровь теряет кислород, связывает углекислый газ и направляется в венулы и вены. Отмечая особенности строения кровеносных сосудов, можно сделать следующий вывод. Сосуды – это полые трубки различного диаметра, состоящие из нескольких слоев клеток. Каждый слой выполняет определенную функцию и имеет анатомические особенности. Стенка кровеносного сосуда состоит из внутреннего слоя, реагирующего на изменение давления и скорости потока крови, среднего, способствующего сужению или расширению сосуда, и внешнего слоя.
Одновременное выбрасывание порций крови из сердца в крупный сосуд, аорту и легочную артерию создает ток, давление крови, которое можно измерить. Соответственно, давление выше, если сердце бьется чаще. Система взаимосвязанных друг с другом сосудов и позволяет гибко регулировать уровень кровяного давления и кровонаполнения тканей и органов. Этому способствует и величина просвета сосудов. Так кровяное давление повышается, если артерии сужаются, и наоборот, давление падает, если артерии расширяются. Движение крови по сосудам имеет вид замкнутой системы. Выходящие из сердца сосуды образуют большой и малый круги кровообращения. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке сердца, из которого выходит легочная артерия. Легочные артерии ветвятся на левую и правую, по ним кровь попадает в легкие. После обогащения кислородом эта кровь по венам поступает в левое предсердие, а оттуда в левый желудочек и в большой круг. Большой круг начинается с аорты, выходящей из левого желудочка. Кровь поступает в крупные сосуды, направляющиеся к конечностям, туловищу или голове. Отдав кислород и питательные вещества в ткани, кровь принимает углекислый газ и другие продукты обмена. Обедненная кровь попадает в полые вены, которые впадают в правое предсердие. Ребята, предлагаю закрепить движение крови по малому и большому кругу кровообращения, посмотрев следующий видеофрагмент. Итак, круги кровообращения человека за 60 секунд. Начнем с легких. Здесь из карбогемоглобина образуется оксигемоглобин, то есть кровь обогащается кислородом, превращаясь из венозной в артериальную. Из легких она поступает в левое предсердие, и здесь начинается большой круг кровообращения. Далее кровь проходит через митральный клапан в левый желудочек. В момент сокращения желудочков, систолу, кровь силой выталкивается в аорту. В первую очередь кровь поступает в сердце, через коронарные артерии, а затем уже ко всем остальным органам и тканям. Венозная кровь поступает в сердце через правое предсердие. Здесь начинается малый круг кровообращения. Кровь проходит через трикуспидальный клапан в правый желудочек и в систолу проталкивается через легочный ствол, в легочные артерии. В легких происходит обогащение крови кислородом, и в левом предсердии снова начинается большой круг кровообращения. Итак, ребята, сердце является главным органом, создающим движение крови по сосудистому руслу. Сосуды и сердце представляют собой сердечно-сосудистую систему. Сердце – это полый мышечный орган, расположенный в грудной полости, позади грудины, окруженной соединительной тканью, околосердечной сумкой. Сумка защищает сердце. Выделяемая ею слизистая жидкость уменьшает трение сердца при его сокращении. Масса сердца взрослого человека составляет около 300 грамм и примерно соответствует величине сложенной в кулак кисти. Сердце человека состоит из 4 камер. Продольной перегородкой оно разделено на левую и правую половины, которые делятся еще на камеры. 2 эти камеры называются предсердием и желудочком. Камеры сообщаются отверстиями со створчатыми клапанами. В левом отверстии расположен двустворчатый клапан, в правом – трехстворчатый. Клапаны открываются только в сторону желудочков, то есть пропускают кровь в одном направлении.
Это возможно из-за сухожильных нитей, которые отходят от поверхности и краев клапанов. Нити сокращаются вместе с желудочками, натягиваются и препятствуют обратному току крови в предсердие. В правое предсердие впадают нижние и верхние полые вены, в левое – легочные вены. От правого желудочка отходит артерия, легочной ствол, от левого – дуга аорты. В свою очередь от аорты отходят две коронарные артерии, снабжающие саму мышцу сердца. В области сердца, где из желудочков отходят легочной ствол и аорта, расположены полулунные клапаны. Клапаны препятствуют обратному кровяному току обратно в сердце. Аналогичный принцип препятствия току крови в одном из направлений наблюдается в случае со створчатыми клапанами. То есть ток крови осуществляется в одном направлении – из предсердий в желудочки, от желудочков в легочной ствол и аорту. У предсердий и желудочков различные функции. Функция предсердий – кратковременное накопление крови, поступающей в сердце. Если достигается оптимальный объем крови, она проталкивается в желудочке. Функциональная задача желудочков – проталкивание крови в артерии, по которым и начинается ее движение по всему организму. Выполнение этой задачи связано с особенным анатомическим строением мышц. Стенки желудочков заметно толще, чем стенки предсердий. В сердце выделяют 3 слоя. Внутренний – эндокард, средний – мышечный – миокард, наружный – слизистый – перикард. Эндокард схож с внутренним выстилающим слоем, является изолирующим слоем сердца. Миокард осуществляет упорядоченное сокращение сердца. Перикард обеспечивает беспрепятственное скольжение сердца внутри сердечной сумки. Сердце – это орган, интенсивно работающий на протяжении всей человеческой жизни. Объем крови, который перекачивает сердце человека, составляет около 5-6 литров. Если учесть, что частота сердечных сокращений в минуту составляет примерно 70 ударов, а в течение часа достигает 4200 ударов, то несложно подсчитать, что за час сердце пропускает 300 литров крови. А за 70 лет непрерывной работы сердце перекачивает примерно 175 миллионов литров крови. Такая интенсивная работа требует определенной и четкой согласованности всех частей. Работа сердца включает 3 фазы. Сокращение желудочков. Кровь устремляется из предсердий, из области повышенного в область пониженного давления. Благодаря предсердно-желудочковым клапанам она может двигаться только в одном направлении и направляется в малый сосуды легких и большой круги кровообращения. Расслабление предсердий и желудочков – это расправление полостей всех камер сердца, поступление в эти камеры крови. В желудочке кровь поступает из предсердий, а в предсердие поступает кровь, возвращающаяся из обоих кругов кровообращения. 3-я фаза – сокращение предсердий. Фаза характеризуется тем, что в кровь, заполнившая полость предсердий, поступает в желудочки сквозь открытые створчатые клапаны. Период
от одного сокращения предсердий до другого называется сердечным циклом. Каждый цикл состоит из сокращения систолы и расслабления диастолы. Упорядоченная и постоянная работа сердца требует тонко отлаженной системы регулирования. Такая система имеется, и она представляет систему генерации биоэлектрического импульса и проведения импульса. Речь идет о так называемом синоатриальном узле. Именно в этом участке сердца генерируется импульс с периодичностью 70 раз в минуту. Импульсы от синоатриального узла проходят по специальной проводящей системе, распространяясь по внутреннему мышечному слою предсердий. В этой системе регулирования чрезвычайно важна синхронность. Ведь если каждая клетка миокарда будет сокращаться в самостоятельном ритме, полноценное общее сокращение сердца будет невозможно. Выполнение повышенных нагрузок предъявляет особые требования к ритму и частоты сокращения сердца. Тонкое регулирование, адаптированное под нужды внешней и внутренней среды организма, осуществляется нервной и гуморальной системами. Соответственно, симпатическая система способствует повышению давления и увеличению частоты сокращения, парасимпатическая – учащению частоты и падению давлению крови. Ряд гормонов также оказывает направленное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Так гормон стресса – адреналин – сужает просветы сосудов и способствует повышению частоты сердечных сокращений. Таким образом, в ситуации стресса человек становится способен преодолевать повышенные нагрузки. Ребята, предлагаю познакомиться с интересными фактами о системе кровообращения. Сердце начинает сокращаться уже на 19-й или 20-й день внутриутробного развития плода. Сначала сердце эмбриона напоминает V-образную трубочку, но между 20-ми и 40-ми днями оно по своей общей конфигурации становится похоже на сердце взрослого человека. То, что сердце-насос, предназначенный для перекачивания крови по сосудам, казалось бы, очевидный и общеизвестный факт. Однако до выхода в свет книги великого англичанина Уильяма Гарвея в 1628 году господствовали совершенно иные представления. С глубокой древности считалось, что сердце – очаг теплоты организма, а во многих сосудах циркулирует совсем даже не кровь, а воздух. Нет сомнений в том, что Гиппократ, Аристотель и Гален были великими учеными. Но при изучении и описании кровеносной системы человека они сделали много ошибок. Уильям Гарвей доказал, что кровь не образуется все время заново, а ее постоянное относительное небольшое количество циркулирует в организме. Причем движется кровь по сосудам за счет давления, создаваемого сокращениями сердца. За спиной у последователей Аристотеля и Галена стояла церковь, спорить с которой было смертельно опасно. Да и доводы у противников Гарвея были далеко не всегда корректными. Когда Уильям Гарвей, вскрыв сосуды у мертвой собаки, доказал, что в них находится не воздух, а кровь, ему возразили, что кровь собирается в сосудах только после смерти, а у живых существ в сосудах находится лишь воздух. Вот и
Поспорь с такими противниками. Тем не менее, Уильям Гарвей блестяще доказал свою правоту. Его учение о кровообращении было достойно оценено еще при его жизни. Уильям Гарвей справедливо признается основоположником современной физиологической науки. Ребята, завершая наш урок, я предлагаю нам вспомнить основные вопросы, которые мы рассмотрели сегодня на уроке в форме тезисов, утверждений. Итак, первый тезис. Кровеносная система состоит из сердца и сосудов, артерий, вен и капилляров. Сосуды состоят из внутреннего, среднего и внешнего слоя. Сердце у человека четырехкамерное, 2 предсердия и 2 желудочка. Работа сердца включает 3 фазы: сокращение желудочков, сокращение предсердий и общее расслабление сердца. Сердечный цикл состоит из сокращения систолы и расслабления диастолы. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии. В ситуации стресса человек способен преодолевать повышенные нагрузки. Ребята, обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Будьте здоровы! До новых встреч! Увидимся на следующем уроке.